Всем привет! Я решил запустить новую рубрику на канале, которую я решил позаимствовать у автора Mr. Twill Show. 5 лет назад у него вышло 2 видео по этой рубрике, где он разбирал личности персонажей игры. Увы, на данный момент канал автора заброшен, а эту рубрику он перестал вести спустя 2 ролика. Надеюсь, он не будет возражать, если я позаимствую формат, где также буду разбирать некоторых персонажей. Итак, первый, кого я решил подвергнуть такого рода разбору, никто иной, как Фил Кэссиди. Данный персонаж интересен тем, что появлялся аж в 4 играх серии GTA, а также о нем говорили в игре Manhunt, который, кстати, тоже выпускали Rockstar Games. Мы сможем с вами проследить его историю. Фил родился в 1953 году, вероятно, в городе Вайс-Сити. У него есть 2 сестры: Луиза, которая погибает в 1984 году от рук братьев Мендес, и Мэри Джо. Еще есть племянница Мэри Бет. У Фила есть свой бизнес, основанный на продаже оружия. В Vice City Stories он является владельцем автомобиля Уалтон. В оригинальной Vice City он владеет армейским патриотом. А ты хорошо разбираешься в машинах и в их тюнинге? На Радмире для таких автолюбителей, как ты, представлен большой выбор автомобилей и тюнинга. От самых простых для дрифта и до самых быстрых и красивых спорткаров. Первые деньги ты можешь заработать, вводя мой промокод PUNK большими английскими буквами на 18-м сервере и начать жизнь настоящего бизнесмена прямо в игре. Найдя себе призвание на рынке продажи вторичных автомобилей, ты сможешь восстанавливать и тюнинговать их по своему вкусу, для того, чтобы в дальнейшем продавать их другим игрокам. Начни играть и воплощать мечты в игре прямо сейчас и вместе со мной. Переходи по ссылке в описании, скачивай и наслаждайся игровым процессом. А если у тебя, мой друг, нет компьютера, то в эту игру есть возможность поиграть даже с телефона. Вбивай в Google Play или App Store название Hustle Online и скачивай. Я жду тебя на 18-м сервере. А теперь возвращаемся к истории Фила. Согласно его интервью на MeTV, он служил в армейском корпусе общественного питания и был уволен с позором. MeTV впервые был упомянут в Vice City Stories и был задействован как лента новостей игры на официальном сайте. Однако, по словам Кэма Джонса, Фил никогда не служил в армии и тем более не воевал. Но на сайте полицейского управления Vice City, который создали Rockstar в реальной жизни, имеется его досье, которое ссылается на армейские записи и показывает, что, вероятно, Фил был на службе, но карьеру в армии построить не смог из-за пьянства и неподходящего темперамента для боя. Так что это косвенно подтверждает слова Фила из интервью. Теперь поговорим об его истории и постараемся разобрать эту личность. 1984 год. Фил базируется в порту Вайс-Сити, ведет дела с неким Джерри Мартинезом и задолжал ему некую сумму денег. Таким образом, он знакомится с Виктором Венсом. Фил оказывает Вику помощь жильем, а тот в свою очередь помогает Филу в решении проблем с бандой Чола. Мартинес же решает предать своего партнера по бизнесу, и если бы не Вик, то, возможно, этот рассказ можно было бы прекратить на этом моменте. В этом же 1984 году от рук братьев Мендес погибает его сестра Луиза. Это становится для него неким триггером. Он начинает спиваться еще сильнее, хотя и до этого он имел проблемы с алкоголем. В 1986 году Фил знакомится с Томми Версетти. Они грабят банк. Выяснилось, что у Фила есть конкуренты в лице мексиканских торговцев оружием, во главе которых стоит некий Педро Грасия или Грасия. В комментариях, как думаете, правильно, Грасия или Грасия? Все-таки имя испанское, достаточно сложно ставить правильное ударение, да у меня с этим частенько проблемы. Томми решает проблему конкуренции. Фил считает, что надо это отметить, а заодно и продемонстрировать свою взрывчатку, и приглашает к себе Томми. Во время этой демонстрации Фил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, детонирует ее рядом с собой, вследствие чего ему отрывает руку. Томми вынужден спасти непутевого взрывотехника. Кстати, все это время Фил пил бумшайн. Это некий вид самогона. Опьянеть можно даже от его запаха. Далее про Фила ничего не известно 12 лет. Однако можно сделать вывод, что тот случай, произошедший в 1986 году, повлиял на него. И в какой-то момент до 1998 года он перебирается в Либерти-Сити и начинает торговать оружием там. Открывает магазин в центре города. Причем, как я понимаю, на легальной основе. В этом же году, во время встречи с Тони Сиприани, Фил признает, что у него много дел в доках, и ему надо обосноваться там, а не в центре города. Это объясняет, почему к моменту событий GTA 3 он стал базироваться в другом месте.
В 2001 году полицейский Рэй Маховский поручает Клоду пойти и встретиться с Филом на его складе, так как некоторые члены колумбийского картеля пытаются вымогать у него оружие. Фил и Клод удачно отбивают атаку. Во время этой миссии Фил утверждает, что потерял руку в Никарагуа, что, конечно, является неправдой. Фил продолжил свою деятельность и в 2003 году, во время событий игры Manhunt. Один из полицейских города Картер-Сити говорит такую фразу. Promised my little boy I'd take him to Cassidy's Bargain Firearms Emporium tomorrow. Это означает, что у Фила бизнес только процветает, и он открывает еще один магазин в Картер-Сити. Скорее всего, деньги, полученные с ограбления банка, стали стартовым капиталом для его легального бизнеса. Что ж, теперь, когда вы кратко ознакомлены с его историей, можно сделать некоторый вывод, как поменялся персонаж как личность и что из себя он представляет. Если в 80-х годах он являлся незаконным торговцем оружием, то уже к концу 90-х смог легализовать свой бизнес. Это говорит о том, что несмотря на проблемы с алкоголем, Фил далеко не глупый человек и имеет цели в жизни. Кстати, известно, что у Фила была инвалидность еще до того, как он потерял руку. Об этом он говорил сам. Как мне кажется, это самое событие и повлияло на его личность. Скорее всего, он завязал с алкоголем. Этот инцидент для него постыдный, поэтому в GTA 3 он соврал, что потерял руку в Никарагуа. В целом, в истории Фила мы можем отслеживать рост персонажа. Если в 80-х годах он был реднеком, пьющим бумшайн, то в 90-х и в начале 2000-х он стал бизнесменом, что даже копы покупают у него оружие для личного использования. Несмотря на все испытания, что преподнесла ему судьба, персонаж смог адаптироваться и найти себе место в этом мире. А ведь мог просто спиться или даже погибнуть. А теперь чуть-чуть интересных фактов о этом персонаже. В GTA Vice City есть ошибка. Дело в том, что в кат-сцене Фил лишается правой руки, а когда он выходит из машины, то видно, что нету левой. Фил Кэссиди – один из немногих персонажей, который физически присутствовал в 4 играх серии GTA. Вот такая интересная история у данной личности. Надеюсь, что вам эта рубрика понравилась и интересна. Мне тут, кстати, донатик пришел от пользователя с ником Невезучий. Спасибо тебе, чувак, большое. Если, кстати, тоже кто-то хочет меня поблагодарить монеточкой, то ссылочка на донатик, конечно, будет в описании, я буду премного благодарен. А также я буду благодарен, если вы поставите класс этому видео, напишите комментарий, а если не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста. Спасибо всем за просмотр, удачных выходных и пока!